Сергей и Зарина вместе уже 14 лет. По словам супруги, новость о том, что муж заключил контракт с Министерством обороны России и отправляется на СВО, поделила ее жизнь на до и после. Паника, страх, то есть, ты то, что понимаешь, что оттуда можно не вернуться. Понимание этого было. Спорить тут было бессмысленно. То есть он все решил, пошел, все. Не спрашивая никого. Однако Сергей не мог поступить иначе. Нужно всегда оставаться мужчиной и защищать свою родину и родных, уверен он. Для семьи же все эти месяцы тянулись бесконечно долго. Сергей как мог успокаивал супругу. Все нормально, все хорошо. Не переживайте. Жив-здоров. Все. Звонки были вообще, то есть недолгими, 2-3 минуты и все. Как сын, как-то и все. Штурмовик и сапер. Сергей не стал говорить жене, что во время боя был тяжело ранен, перенес несколько сложных операций и несколько недель лежал в госпитале. И сейчас, вспоминая о тех днях, немногословен. Ранение в ногу у меня. Осколок. Один осколок вылетел, один остался. Группа эвакуации подошла. На носилках унесли. И в госпиталь отвезли. Согласно указу Владимира Путина, после ранения военнослужащему СВО полагается материальная компенсация – это 3 миллиона рублей. Приобрести детям квартиры на эти деньги. Все-таки детей сейчас уже будет двое, и нужно думать о их будущем. Поэтому самое главное – это вложить в недвижимость, конечно же. Военно-врачебная комиссия признала Сергея Трофимова непригодным к дальнейшему выполнению боевых задач. Для него СВО закончилось. Те же, кто подпишет контракт в Татарстане до 31 июля, получат 195 тысяч рублей от Минобороны и 505 тысяч от Раисы Республики. С учетом выплат от городов, районов и предприятий сумма может достигать 1 миллиона. Светлана Звонарева, Эльмира Гореева, Роман Богатов, ТНВ, Лениногорск.